Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Pan z wami. Вітаємо вас, діти, молодь, дорослі. Вітаємо тих, хто ще не з нами залишається онлайн-трансляції. Спільно разом і триваємо в нашому чуванні. У Євангелії сьогодні почуємо, як до Єзуса приходили натовпи людей, які його потребували і сподівалися на його, що він окаже свою ласку і зустрічалися з милосердністю Бога, який оздоровляв, який кормив. І він це чинить так само в відношенні до кожного з нас. Потрібно тільки до його прийти, це значить відкрити своє серце, як він мог увійти в наше життя. Нехай ця літургія буде тим моментом, яким ми запрошуємо на Бога. Самі приходимо і так само даємо йому можливість увійти в наше життя. Як одну удільничать в этой таємниці, перепросимо доброго Бога за наші гріхи і провини, які нас від Його відділяють. Сповідаємося Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занепанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилується над нами Бог Всемогутний, відпустивши нам гріхи, і доведе нас до життя вічного. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Довіряє Божій милосердності, святої пам'яті Францішку, чергової Мша Григоріанська, я раду святої Мшу відправляю священної нашої парафії. Молимся. Всемогутный Боже, Ты пожадал, как Твое слово, про звестование анёла приняло тело во лоне Панны Марии. Тому мы,
Признаем, что яна соправная Богородица, и просим Тебе, учини, как мы праведно жили, под единым отчиной опекой, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и благодарить у едности Духа Святого, Бог прозвуще веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. У той дзень Пан Магучаў прыгатуе для ўсіх народаў на гэтай гары гасціну з тлустых страў, гасціну з добрага віна і тупу касцей ды найлепшага віна. Скіне ён на гэтай гары заслону, што закрывае твар усіх народаў, покрыва, расцягнутая над усімі плямёнамі. Ён знішчыць смерць назаўсёды. І вытра Пан Бог слёзы з усіх твараў, і здыме ганьбу з народа свайго па ўсёй зямлі, бо так сказаў Пан. І скажуць у той дзень: гэта Ён, наш Бог, на Яго мы спадзяваліся, што Ён нас збавіць. Гэта Пан, у ім наша надзея, будзем радавацца і весяліцца ў Яго збаўленні, бо рука Пана спачне на гэтай гары. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. На довгі дні поселюся я в домі Пана. На довгі дні поселюся я в домі Пана. Пан мой пастир, ні в чим не буду мець нестачи. Ён дозволяє спочивать мне на зеленых пашах, до водов спокойных вядзе мяне. Ён душу мою поживляє. На довгие дни поселюся я в доме Пана. Накіровай мяне на стежки справедливости, деля імя свайго. Калі нават пойду долиной смяротнага ценю, не буду бояться зла, бо ты со мною. Твой жезл и твой посох мяне сутешают. На довгие дни поселюся я в доме Пана. Ты стол для мяне накрываешь на вачах моих ворогов, намащаешь голову мою олеем, келих мой переполненный. На довгие дни поселюся я в доме Пана. Сапраўды добро и милосердность Твоя будут со мною во все дни життя моего, и поселюся я в доме Пана на долгие дни. На довгие дни поселюся я в доме Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Читання Святого Євангелія паводле Матвея. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус прийшов до Галілейського мора і, узійшовши на гору, сів там. І прийшло до його мноство людей, серед яких були кульгавые, сляпые, калеки, нямые і шмат інших, і клали їх до ног Єсуса, і він вилечував їх. Натовп же здивлявся, бачачи, що нямые говорять, калеки виздараўлівають, кульгавые ходять, і сляпые бачать, і прославляв Бога Ізраїля. Єсус, покликавши учнів своїх, казав їм: «Шкода мне людей, бо уже 3 дні вони застаються со мною і не мають чого з'їсти. І отпустить їх голодними не хочу, каб не ослаблю в дорозі». І кажуть йому учні: «Откуль нам у пустині взять стільки хліба, каб накормить такий великий натовп?» Каже їм Єсус: «Кольки у вас хлібов?» А яны отказали: 7 і некалькі рибок. І загадавши натовпу сесці на землю, узяв 7 хлябов і риби, і склавши подяку, поламав і дав вучням своїм, а вучні натовпу. І їли усе, і наситилися. І набрали кавалков, що засталися, 7 повних кашов. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. В наших ранніх розважаннях працягваем читаць пісьма Балабута, старого д'ябла да маладога, які вучыцца спакушаць свайго падапечнага, спакушаць чалавека. Сёння пазнаем чарговыя ягоныя подступы і паслухаем. Памятаючы пра тое, што калі ён піша пра ворага, то мае на ўвазе, канешне ж, Пана Бога. Мой дорогой Гнусик, весьма досадно было узнать, что твой подопечный обратился. Не тешь себя надеждой, что избежишь положенного наказания. Хотя я уверен, что в минуты успеха ты не тешишь себя надеждой. Надо спасать положение. Не нужно отчаиваться. Сотни людей, обратившихся взрослыми, побыли в стане врага и справились, и теперь они с нами. Все привычки подопечного, и душевные, и телесные, льют воду на нашу мельницу. Один из великих наших союзников в нынешнее время – сама Церковь. Пойми меня правильно. Я говорю не о той самой Церкви с большой буквы, которую мы видим объемлющей пространство и время, укорененной в вечности, грозной, как полки со знаменами, как полки со знаменами. Это зрелище, признаюсь, способно устрашить самых смелых искусителей. Но, к счастью, та церковь невидима для людей. Твой подопечный видит лишь недостроенное здание в псевдоготическом стиле на неприбранном строительном участке. Войдя же внутрь, он увидит местного бакалейщика с елейным выражением лица, а тот предложит ему маленькую книжку, где записано содержание службы, которое никто толком не понимает. Еще книжечку в потертом переплете, содержащую искаженные тексты разных религиозных песнопений, в большинстве своем плохих и напечатанных к тому же мелким шрифтом. Когда он сядет на свое место и оглядится, он увидит как раз тех соседей, которых он избегал. Тебе следует в полной мере их использовать. Пусть его мысли перескакивают со слов «тело мое» к лицам и обратно. При этом, конечно, никакого значения не имеет, что за люди сидят на скамейках.
Ты, может быть, знаешь, что кто-то из них великий воин в стане врага. Неважно. Твой подопечный, слава нашему Отцу, от природы глуп. Если только кто-то из них плохо поет, носит скрипучие сапоги, нелепо одет или отрастил двойной подбородок, твой подопечный легко поверит, что в религии этих смешных и нелепых людей должно быть что-то смешное и нелепое. Как ты знаешь, сейчас в голове подопечного обитает представление о христианстве, которое он называет духовным. Но это сильно сказано. Его голова забита хитонами, сандалиями, доспехами. Тот простой факт, что люди, окружающие его в церкви, одеты по-современному, стал для него, разумеется, бессознательно, настоящим камнем преткновения. Не давай этому камню выйти на поверхность и не позволяй подопечному спрашивать себя, какими же он желал бы видеть прихожан. Следи за тем, чтобы все его представления были посмутнее. Потом в твоем распоряжении будет целая вечность, и ты сможешь развлекаться, наводя в нем ту особую ясность, которой отличается ад. Максимально используй разочарование и упадок, которые неминуемо настигнут его в первые же недели по обращении. Враг попускает это разочарование на пороге каждого человеческого дела. Оно появляется, когда мальчик, зачарованный историей Одиссея, начинает учить греческий. Оно же появляется, когда влюбленные поженились и учатся жить вместе. Во всяком человеческом деле есть переход от мечтаний к действительности. Враг идет на риск, связанный с этим разочарованием, так как лелеет надежду, что эти отвратительные маленькие создания станут его свободными приверженцами и служителями. Он вечно называет их «сыны», с упорным пристрастием унижая весь духовный мир неестественной любовью к двуногим, не желая лишать их свободы. Он отказывается силой вести их к целям, которые поставил перед ним. Он хочет, чтобы они шли сами. Здесь-то и кроются наши возможности. Но помни, что здесь же скрыта и опасность для нас. Уж если они пройдут благополучно через период сухости, они будут меньше зависеть от своих эмоций, и искушать их станет труднее. До сих пор я писал себе так, словно люди, сидящие на соседних скамьях, не дают никаких разумных поводов к разочарованию. Когда же твой подопечный знает, что дама в нелепой шляпке страстная картежница, а человек в скрипучих сапогах скрага и вымогатель, твоя задача намного легче. Ты просто мешай ему думать. Если я такой, какой я есть, могу считать себя христианином, почему недостатки моих соседей по скамье доказывают, что их религия просто лицемерие и привычка? Ты спросишь, возможно ли, чтобы столь очевидная мысль миновала его? Возможно, дорогой Гнусик, вполне возможно. Обращайся с ним поразумнее, и это просто не придет ему в голову. У него еще нет прочной связи с врагом, а потому нет истинного смирения. Сколько бы он ни говорил о своей греховности, даже на коленях, все это лепет попугая. В глубине души он еще верит, что оказал большую честь нашему врагу, когда обратился, и думает, что выказывает большое смирение, ходя в церковь вместе с ограниченными, скучными людьми. Удерживай его в таком состоянии как можно дольше. Твой любящий дядя Баламут.
який може дати нам справне добро і вислухати нас, узнесем наше покорне молитве. Молимся за святый костел, как обвещающий Евангелие убогим и пригнешенным, и он выконывал збавшую справу Христа. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нашу Украину, как панували у ее згоды и братерства. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за вихователів, щоб яни зрозуміли свою відказність за дарушених їм дітей і не вели їх по ілшивих шляхах. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за тяжко хворих, щоб яни з вірою приймали сакрамент намащення, через який Христос допомагає їх у терпінні. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой мши, как период Адвенту открыл наше сердце Христу, який приходит до нас. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимося за всіх наших близьких померлих, особливо Спаса Божої милосердності, долучаємо святої пам'яті братішку. Вічно відпочинок дай їм, Пане. А святло вічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у спокої вічним. І молимося в наших інтенціях, з якими сьогодні приходимо до Евхаристії. Особливий спосіб доручаємо так само Божої опіці, наш край, Білорусь. Молимося в духу покути, навертання, на перемены сердца. Молимся о спинении гвалту, вызволении вязнем. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся так само о потребных ласках для медиков и дары здоровья для хворых. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Учини, Пане, как мы с радостью и надеей чекали исполнение Твоих обещаний, які живешь и владаришь, про все веки вечные. Amen. Нехай Пан Бог прийме оферу з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Прими, Пане, те дари і перемені їх своїм Отцем у сакрамент збавлення, у яким, приходячи на зміну усім приношенням старого заповіту, складається в ахвяру соправдне ягньо, Твой Син Єсус Христос, цудовним чином народжений беззаганної правди, який живе і володарить на віки вічні. Пан з вами. І з Духом Твоїм. У Богу серце. Узносим і до Пана. Подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Справді годно это і справедливо, слушне і збавлення. Как мы заусюди і всюди Тобі складали подяку, Пане Святий Ойче Всемогутний Вічний Боже. И как мы отдавали Тебе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, отдаючи пошану на Святейшей Марии заусюди день. Яна проздеяние Духа Святого зачала Твоего одинародного Сына и заховуючи хвалу дяводства,
дала світу спрадвечне світло Єсуса Христа, нашого Пана. Праз Його Твою велич прославляють хори аньолів, які завжди радуються перед Твоїм обличчям. Просим, каб і наші голоси долучилися до їх разом з ними, ускликаючи. Святый, 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 а Богу всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Господа на вершине, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynom powieczorem wziął kielich, znów Tobie podzięku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierzcie i pijcie z jego usie, bo гэта jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapowiedzu, jaka za was i za mnogich będzie pralita dla odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Это великая таємниця. И возвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего Христа в хвале. Wspominaючи śmierć i z mертвых powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że uczynił nas godnym стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Pamiętaj, Panie, про Kościół Twój rozsiejny po всім świecie. Doskonale w любові razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Tadeuszem, biskupami dopomożnymi Juriem i Aleksandrem i усім duchowieństwem. Pamiętaj tak samo про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці одійшов з цього світу. I dozwól im ubaczyć światło oblicza Twojego. Prosimy Ciebie, zmiłuj się nad усіми nami, jak my zasłużyli udziału życia wiecznym, u jedności z Najświętejszej Bogorodicy i Panny Maryi, ze świętym Józefem i jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, z naszymi zastupnikami, świętym Janem, świętym Maksymilianem, świętym Janem Pawłem II i всіми świętymi, jakie sprzed wieku podobali się Tobie, jak z nimi i my chwalili i prosławiali Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Przez Chrysta, z Chrystom i u Chryście, Tobie Boże Ojcze Wszechmogutny, u jedności Ducha Świętego, usia poszana i chwała, przez usie wieki wieczne. Бог так полюбил нас, что спасал нам как Збавителя своего единородного Сына. Тому осмеливаемся сказать: Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши,
jak i my odpускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, ale zbaw nas od złego. Просим Тебе, Пане, избавь нас от всякого зла, дай нас колосу покою наше, да поможи нам у милосердности Твоей. Кому были завсёды вольно от греху, захована до всякого неспокою. Czekali spełnienie szczęśliwej nadziei, przyjście Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Благодарю благодарство и моc и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój dаю вам. Proszę, nie zważaj na grzechy nasze, na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej woli darzyć ich spokojem i jedność. Ki żyjesz i władarasz na wieki wieczne. Amen. Supokoj Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z duchem Twoim. Pierdajcie bliźni i z nami spokoju. Siebie grzechy świat. Szczęśliwy, pogibany wieczowy je wolny. Panie, я не вартен, как Ты большой мне, а не скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Woś dziewa zacznie i narodzić syna, i daście mu imię Emanuel.
Пане наш Боже, нехай сакраменти, які ми прийняли, умацує нас у Твоей милосердной любові, как мы с верою, шановуючи Мати Твоего Сына, были збавлены про Его утіловлення, який живе і володарить на віки вічні. Єсть. Добре учинки. Дорослые. Больше у нас, это добро. И сегодня у нас кто будет вытягивать? Может, ректора дадим? Или нас? Хоче заплющити. Чье это? Подписывайте переласка. Запрошаю Машу. Есть добрый вчинок. І Маша сьогодні забирає додому сина образ святої сім'ї до супольної молитви всією сім'єю і завтра раніцей пам'ятаємо і він буде пілігримувати наприкінці рарату, потім до когось він пойде на завсяд. Прилазь. Чуємо. Ну і сестра Агнішка залишаємо. Сьогодні які вже у нас день? Другие. 2 снежня, а Адвент у нас уже 4, так? Задание. Потелефоновать бабуле и дядуле и сказать им что-нибудь приемное. Ну, то задань немає на сьогоднішній день. Нехай Боже благословення змоцить вас во всіх ваших справах, задання, які будете виконувати. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, а Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які нас убудушствують по світі. Аминь. Найсвятейшее серце Єзуса, Змилуйся над нами, беззаганне серце Марії, будь нашим порятунком, Святий Архангеле Михайле, молися за нас. Святейший сакрам, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет прославлены Наисвятейший сакрам, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет прославлены Наисвятейший сакрам, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Святый Ангел Ангелист, Молися за нас, Святый Максимилиан Мария Ольга, молися за нас,